Хотели получить больше полумиллиона рублей с руководства крупного сыктывкарского предприятия. Да видно, позабыли, что в Коми коррупционное болотце периодически жестко встряхивают последние годы. Сергей Карпов и Сергей Мороз, высокопоставленные сотрудники Северо-Западного управления Федерального агентства железнодорожного транспорта, выслушали приговор районного суда Санкт-Петербурга по делу о получении взятки в крупном размере. За что они требовали мзду, расскажет Евгений Стокос. 2 года назад одно из крупных промышленных предприятий столицы построило подъездные пути к железной дороге для погрузки в вагоны готовой продукции. Свою визу в акте приемки в эксплуатацию среди прочих организаций должны были поставить представители надзорного органа Северо-Западного управления Росжелдора. В апреле в Сыктывкар командировали заместителя начальника отдела инфраструктуры и технических средств Сергея Мороза. После осмотра объекта он озвучил только одно пожелание. Ему вместе с шефом полагался откат по 1000 рублей за каждый метр новых путей. Всего каких-то 500 000. При вымогательстве взятки были высказаны требования о том, что в случае невыполнения, не передачи незаконного вознаграждения данные железнодорожные пути могут быть не введены в эксплуатацию. Значит, сумма взятки составила 550 000 рублей за подписание разрешительной документации. Оперативной разработкой питерских функционеров занялись сотрудники Республиканского управления ФСБ. Важно было не только зафиксировать коррупционные разговоры, но и взять подозреваемых с поличным при получении денег. Свыше 500 000 рублей решили переслать на имя Сергея Мороза. Скажите, сколько? 550 минус, вот сколько там получится за перевод. Все, я понял. Такой вариант подойдет, да? Да, конечно, это будет намного технологичнее. Я вас понял. А у меня такой еще вопрос. Наши-то руководители что и боятся, что завтра придет новый человек и будет какие-то новые требования предъявлять. Не придется ли нам каждый год по 500 000 платить? Вы знаете, как... Да не, это... Акт ввода в эксплуатацию производится один раз в жизни. Обсудив в деталях условия передачи, стороны ударили по рукам. Сергей Мороз сослался на большую загруженность и постоянные рабочие командировки по стране. Предложил воспользоваться банковским переводом. На банковский счет заместителя начальника отдела была перечислена указанная сумма. После получения денег взяткополучатель был задержан сотрудниками Управления Федеральной службы безопасности по Республике Коми. В дальнейшем, действуя под их контролем, заместитель начальника отдела передал деньги своему руководителю, после чего тот также был задержан. Сразу после задержания 110 5000-ных купюр ровными шеренгами легли на рабочий стол Сергея Карпова в здании на набережной реки Фонтанки. Поначалу руководитель, как его зам, признались в получении взятки, затем главный фигурант стал все отрицать. На время следствия оба были временно отстранены от работы и отпущены под денежный залог. Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга признал бывших сотрудников Росжелдора виновными в получении взятки, исключив, правда, квалифицирующий признак вымогательства, и назначил им в качестве основного наказания штрафы: Сергею Морозу 2, а Карпову 3 миллиона рублей. Также им запрещено 5 лет занимать руководящие должности. Приговор еще не вступил в законную силу.